Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Инноватив колледж мекемесінің жалпы гуманитарлық пәндер оқытушысы Ғалымбай Абзал Мансұрұлымын. Біздің философия негіздері пәнінен өтетін бүгінгі сабағымыздың тақырыбы антикалық философия. Здравствуйте, уважаемые студенты! Я преподаватель общегуманитарных дисциплин учреждения Инноватив колледж Ғалымбай Абзал Мансұрұлы. Тема нашего сегодняшнего занятия по основам философии – античная философия. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты антикалық кезеңдегі ежелгі грек және рим философиясының даму тарихымен таныстыру. Антикалық философия негізінен үш кезеңге бөлінеді. Бірінші – Сократқа дейінгі немесе натурфилософиялық кезең. Екінші – классикалық кезең және үшінші – римдік эллиндік кезең. Енді осы антикалық кезең туралы келесі бейне жазбаны көрейік. Ол барлығыңызға түсінікті болу үшін орыс тілінде жазылды. Много самых разных дел и самых разных явлений окружают нас. Из чего все это? Какова основа мира? Она одна или мировых основ несколько? Эти вопросы издавна волновали людей. В 17 веке во Франции жил философ и математик Рене Декарт. Он страстно верил в двойственность всего сущего, в то, что у мира две основы – материя и дух. Материальное есть само по себе, и духовное есть само по себе. Хотя многое лепится сразу, из них обеих, утверждал он. Декарт, да и его единомышленников называли дуалистами. Но были и монисты, философы, утверждавшие, что мир един и из одной основы. Только одни говорили из материальной, другие из духовной. Первых называют материалистами, вторых идеалистами. Зарождение в Европе философии берет свое начало из Древней Греции и Рима. Этот период называют периодом античной философии. Античная культура по праву считается одной из величайших в мире. Именно в Древней Греции зародились многие современные науки. Несмотря на рабовладельческий строй, древние греки были крайне прогрессивными и существенно опередили в развитии все цивилизации, существовавшие параллельно с ними. Античная философия охватывает весь период существования Древней Греции и Древнего Рима. Именно греки ввели термин «философия». Буквальный перевод его с древнегреческого означает «любовь к мудрости». Принято выделить несколько периодов античной философии. Первый – натурфилософский период. Основная проблематика этого периода – поиск первоначала. Первым философом, основоположником античной философии считается Фалес, основатель Милетской школы. Фалес полагал, что все рождается из воды, все возникает из воды и в нее превращается. Началом элементов сущих вещей – вода, начало и конец Вселенной – вода. Учеником Фалеса был Анаксимандр. Вселенная по Анаксимандру развивается сама по себе, без вмешательства олимпийских богов. Источником происхождения всего сущего Анаксимандр полагает некое бесконечное, нестареющее начало апейлон, которому присуще непрерывное движение. Ученик Анаксимандра Анаксимен – последний представитель Милетской школы. Анаксимен укрепил и завершил тенденцию стихийного материализма, поиск естественных причин явлений и вещей. Как ранее Фалес и Анаксимандр, первоосновой мира он полагает определенный вид материи. Такой материей он считает неограниченный, бесконечный, имеющий неопределенную форму воздух, из которого возникает все остальное. Пифагор, древнегреческий философ, математик и мистик, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев. Основанная Пифагором философская школа пифагоризм наибольшее значение придавала числам. Число подразумевается под термином, который применим ко всем цифрам или их комбинациям. Число определялось Пифагором как энергия. Он считал, что посредством науки о числах можно раскрыть тайну Вселенной, потому что числа содержат в себе тайну всех вещей. Пифагор стремился построить науку всех наук. Парменид, древнегреческий философ, основатель и главный представитель Илейской школы, он обратился к вопросам бытия и познания, заложив фундамент гносеологии, разделил истину и мнение.
Гераклит, древнегреческий философ, создатель первой исторической формы диалектики. Гераклит был известен как мрачный или темный. Гераклит известен 5 доктринами, наиболее важными для общей интерпретации его учения. Демокрит, древнегреческий философ, основатель атомистики и материалистической философии. Главным достижением философии Демокрита считается развитие им учения об атоме, неделимой частице вещества, обладающей истинным бытием, не разрушающейся и не возникающей ниоткуда. Позже произошел так называемый гуманистический поворот. Внимание философов переключилось от основ мироздания к теме более приземленной, к человеку и обществу. Главной школой этого периода были софисты, а известным философом Сократ. Сократ – древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот философии от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека и к собственной философской теории. Своим методом анализа понятий и отождествлением положительных качеств человека с его знаниями он направил внимание философов не только на важное значение человеческой личности, но и на освоение теоретического знания как ведущей формы самостоятельного мышления. Следующий период классический. Именно тогда были сформированы первые философские системы, которые охватывали весь круг философских проблем. Этот период подарил нам таких выдающихся философов, как Платон и Аристотель. Платон – первый философ, чьи сочинения сохранились не в кратких отрывках, цитируемых другими, а полностью. Принято считать, что Платон является одним из основателей идеалистического направления в мировой философии. Во многих сочинениях философа проводится мысль о том, что бытие в подлинном смысле слова можно назвать только абсолютные сущности, сохраняющие свое бытие безотносительно пространства и времени. Такие абсолютные сущности называются в сочинениях Платона идеями. Аристотель, древнегреческий философ, натуралист классического периода, наиболее влиятельный из философов древности, основоположник формальной логики. Аристотель был первым мыслителем, создавшим всестороннюю систему философии, охватившую все сферы человеческого развития: социологию, философию, политику, логику, физику. Эллинистический период перенес центр философской мысли из Греции в Рим. Основными школами того времени были стойки, последователи Эпикура и скептики. Скептицизм – философское направление, выдвигавшее сомнения в качестве принципа мышления, особенно сомнения в надежности истины. Эпикуризм – философское учение, исходящее из идей Эпикура и его последователей. Согласно ему, высшим благом считается наслаждение жизнью, которое подразумевает отсутствие физической боли и тревог, а также избавление от страха перед смертью и богами, представляющими безразличными к происходящему в мире смертных. Стоицизм – философская школа, возникшая в Афинах и сохранившая влияние вплоть до конца античного мира. Этот термин возник по названию расписной стои, где основатель стоицизма Зенон Китейский впервые самостоятельно выступил в качестве учителя. Енді сабағымыздың негізгі қорытындыларын жасап түйіндейік. Біз бүгінгі сабақтан нені білдік? Біз антикалық философияның Сократқа дейінгі классикалық және эллиндік деген үш кезеңге бөлінетінін білдік. Біз Милет мектебі, Элей мектебі, Пифагоршылар мектебі, атомистер мектебі сияқты түрлі философиялық ағымдар мектептерінің болғанын білдік. Біз философия орталығының ежелгі Грециядан ежелгі Римге ауысуымен эллиндік кезеңнің басталғанын білдік. Эллиндік кезеңнің негізгі бағыттарының стоиктер, Эпикур мектебі және скептиктер құрайтынын білдік. Бүгінгі сабағымызды бір сөзбен қорытындылайтын болсақ, антик философиясы әлемдік ақыл-ойдың дамуына өлшеусіз зор үлес қосты деп айта аламыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.